Цель – принять решение, которое устроит все стороны. В Коми продолжаются дебаты жителей Сыктывдинского района, общественников и властей по вопросу вырубки леса и добычи песка местными предпринимателями. Накануне они вновь встретились уже за круглым столом на площадке Госсовета. Быть ли карьером близ Язеля и Пычима, разбиралась Анна Зубарева. Очередная встреча активистов и властей. Сегодня они за круглым столом в Госсовете Коми. Проблема вырубки леса и разработки карьеров в Сыктывдинском районе обсуждается уже не первый год. В прошлом году ситуация дошла до Владимира Уйба. Вырубать лес рядом с населенными пунктами на расстоянии не менее 10 километров он категорически запретил. Позицию главы разделяют многие, в том числе Народный фронт. Позиция такая, что необходимо граждан, жителей Республики Коми поддержать в той инициативе, что лес должен быть сохранен в местах, где осенью многие бывают и видят, что сотни машин, сотни горожан, в том числе сыктывкарцев, приезжают, отдыхают в лесу, собирают грибы, ягоды, потому что ресурсы Сыктывдинского района по добыче песка, мы уверены, что не ограничиваются только территорией вдоль дороги. И нужно обязательно учитывать мнение людей. Интересы жителей должны стоять во главе угла. Лес для нашей республики – кормилец. Но не только из-за этого сельчане бьют тревогу. У многих в поселке Язель из-за добычи песка в колодцах падает уровень питьевой воды. Такой райончик, куда все едут именно в Язель брать воду. Там она чистая. Это очень важно понять, что на других населенных пунктах она чуть хуже. И люди даже для того, чтобы попить чай, ездят в Язель. Давайте сейчас общественным силам, давайте постараемся закроем как-нибудь эту тему. То есть не допустим разработку карьеры. Сейчас, пока не поздно, пока не разгорелось пламя. Гражданские активисты регулярно выходят на акции протеста и даже задаются вопросом, кто им компенсирует расходы на деятельность. А тем временем понятно, что ситуация за один день не решится. Дело в том, что разрешение на разработку карьеров в Пычиме и Язеле было выдано до 2021 года, до того, как глава республики высказал свою позицию. Суд в этой ситуации на стороне недропользователей. Запретить предпринимателям добывать песок в этих местах прямо сейчас нельзя. Настоящего нарушений не установлено. Все документы были получены на законных основаниях, в том числе и на рубку лесных насаждений. Здесь, на мой взгляд, только добрая воля самого недропользователя может остановить все эти мероприятия. Другого варианта я не вижу. Предложение о добыче песка в 10 километрах от населенных пунктов невозможно внести в региональные законы. Нужно выходить на федеральный уровень. Законодательство вообще необходимо дорабатывать. Приходят к выводу за столом. Так, прокурор жалуется и на размытое понятие «экологические интересы граждан». Что под ними понимать? Норма в законе никак не прописана и дает возможности для маневров. Очевидно, сейчас назрел тот момент, когда требуется внесение изменений, давно уже требуется внесение изменений, императивного учета мнения местных жителей при планировании какой-то хозяйственной деятельности. За сохранение леса, за процветание бизнеса, за мнение жителей. Принимая окончательное решение, учитывать нужно все интересы – экологические, экономические и социальные. Чтобы добиться баланса, придется встретиться еще не один раз. И руководитель администрации Сыктывдина обещает, следующие встречи будут в более широком формате. Администрация совместно с сельским поселением прорабатывает вопрос по проведению общественных обсуждений. И я гарантирую всем участникам совещания, что впредь эти общественные обсуждения будут проводиться гораздо шире, с привлечением большего количества граждан, и не только проживающих на территории нашего района. По итогам совещания решено перейти на площадку Министерства природы Коми, чтобы обсудить вопросы приостановления работ на карьерах и найти новые территории для добычи песка. А на ближайшей сессии Госсовета планируют обсудить предложение, как усилить нормы, ограничивающие вырубки и добычу полезных ископаемых вблизи территории населенных пунктов. Анна Зубарева, Артем Соколов, телеканал Юрган.